Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в работу съезда партии «Единая Россия». Число делегатов и гостей сократили втрое. Освещал работу съезда лишь ограниченный пул журналистов. Основные направления в социальной сфере и экономике страны озвучил Владимир Путин. Они лягут в основу будущей программы партии и станут стратегией развития России на ближайшие 5 лет. Конечно, это в том случае, если единороссы победят на сентябрьских выборах. Алексей Корчма знает подробности. Этот год для «Единой России» юбилейный, 20 лет со дня основания партии, самой мощной политической силы в стране. Большинство в Госдуме и региональных парламентах накладывает на единороссов максимальную ответственность за все принятые решения. Основные направления развития страны закрепят в программе партии. В целом, наша задача существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан. Для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно все. И эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причем везде, во всех регионах страны. Те, кто хочет и может работать, должен иметь такую возможность и за свой труд получать справедливую плату. Поддержка социально уязвимых категорий граждан и инвалидов войдут в программу «Единой России». В области экологии, которая напрямую влияет на здоровье граждан, необходимо вести более эффективную политику. Еще один приоритет – снижение и устранение неравенства между регионами страны. Россия – это социальное государство. Это прямо отражено в нашей Конституции. Люди являются нашей главной ценностью. И каждый, кто живет в нашей стране, должен иметь все свои возможности для того, чтобы проявить себя, проявить свои таланты. Ну а те, кому приходится нелегко, получить поддержку и заботу. В своем выступлении президент озвучил важнейшие направления развития регионов, актуальные и для нашей республики, отметил Сергей Усачев. Это модернизация первичного звена здравоохранения, ремонты школ, дорог, коммуникации, объектов сферы ЖКХ, дополнительное развитие сельских территорий, сохранение и восстановление лесов. Но все же главный наш ресурс – это люди. Самая главная ключевая задача – это народосбережение. И тут важна консолидация всех сил общества. Мы понимаем, что мы находимся в трудной ситуации, и такая консолидация просто необходима. И в том числе политических сил. Основные направления предвыборной программы станут стратегией развития России на ближайшие 5 лет в случае успеха единороссов на сентябрьских выборах в Госдуму. До этого каждому еще предстоит отчитаться перед избирателями о результатах своей работы как в Государственной Думе, так и в региональных парламентах или же местных советах. Сделано очень много, и, естественно, за это не стыдно, об этом нужно говорить. Это было обращение к «Единой России». Но будут и нелицеприятные вопросы, и на них тоже нужно отвечать. Нужно довести до людей, почему были приняты те или иные решения, которые, может быть, непонятны или вызывают озабоченность. И самое главное, он сказал, что нужно, естественно, быть в диалоге с избирателями, слушать и слышать людей. На съезде утвердили кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу. По 18-й территориальной группе список возглавил глава республики Владимир Уйба. Вторым номером депутат Госсовета Коми, секретарь воркутинской ячейки единороссов Руслан Магомедов. Третий – Сергей Жеребцов, руководитель центра «Мой бизнес». По Сыктывкарскому одномандатному округу на выборы пойдет действующий депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган.